Ситуация с лесными пожарами, вызванными самовольными поджогами с целью санитарной очистки территории, продолжает ухудшаться. За 3 последних дня сотрудники МЧС 59 раз выезжали на тушение возгораний. Локальные очаги пожаров отмечены практически во всех районах Абхазии, включая и высокогорные районы. Так, в Кадорском ущелье горят каштановые леса. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня выехал накануне в район пожаров с целью мониторинга и определения масштабов произошедшего. Результат таков. Спецтехнику к очагам возгорания доставить практически невозможно. Нужна авиация. Локальные очаги пожаров могут объединиться, и тогда с гор в сторону населенных пунктов потянутся клубы дыма. Может повториться ситуация осенью прошлого года, когда из-за дыма лесных пожаров заволокло прибрежные города республики. На сегодняшний день пожары в Кадорском ущелье пока не угрожают селам и населенным пунктам, однако ситуация может осложниться в любой момент. Это касается и прибрежных районов. Самовольный пал травы чреват непредсказуемыми последствиями. Выбившийся из-под контроля огонь в считанные минуты может перекинуться на жилые дома и постройки. По словам главы спасательного ведомства Абхазии, за последние 2 недели спасателям удалось отстоять от пожаров десятки жилых домов по всей Абхазии. Однако размах самовольных поджогов по стране достиг такого масштаба, что при всем желании и мобилизации сил и средств сотрудники МЧС физически не поспеют за каждым пожаром или возгоранием. И тогда может произойти непоправимое. В пожаре могут погибнуть люди. Главам районов и сел нужно предусмотреть возможность противопожарной пропашки зон, прилегающих к лесным массивам. Вспаханные полосы земли – крайне эффективная мера борьбы с распространением огня. Остро стоит проблема приобретения лесничествами противопожарных рюкзаков. С их помощью можно тушить пожары вручную в труднодоступных лесных зонах, куда техника не сможет доехать. Во время поездки в Кадорское ущелье спасателями был установлен факт частичного обрушения сводов тоннеля, связывающего ущелье с остальной частью республики. Размер обрушения относительно невелик, однако МЧС Абхазии рекомендует соответствующим ведомствам рассмотреть вопрос о закрытии движения через тоннель во избежание ситуации, способной привести к угрозе жизни проезжающих сквозь данный транспортный коридор. Ремонтные работы в тоннеле не проводились свыше полувека. В этой связи необходима комплексная экспертиза состояния тоннеля и определение рисков его эксплуатации.